открыть нашу конференцию, я бы хотел попросить со слов о миссии среди разных народов нашей необъятной страны, практике богослужения на родном языке. И первым докладчиком мы просим быть высокопреосвященнейшего Калистрата, архиепископа Горно-Алтайского и Чемальского. Владыка, просим вас. Приветствую вас, дорогие отцы, братья и сестры, в этот день на этих рождественских чтениях. Якшлар, ага карандаштар, гесендар, менсверди, структурум. Мой короткий доклад будет по миссии среди европейских племен, или как сейчас называют, алтайцев, начатый когда-то еще преподобным Макарием Глухаревым, миссию, которую сейчас пытаемся и, что посильно делаем, продолжаем мы, современные священнослужители на территории Республики Алтай. Алтайская духовная миссия, основанная преподобным Макарием Глухаревым, ведет свою историю 1730 года. Тогда еще в составе миссии Тобольской епархии архимандрит Макарий покрестил первого алтайца, 17-летнего юноша Елеску, назвав его в крещении Иоанном. С этого события ведет свою историю Алтайской духовной миссии. Отец Макарий заложил основные принципы миссии, а именно, нельзя покрестить и, покрестив, отправить в свое, как тогда назывались они, инородческое селение новокрещенного, потому что плода от такого крещения не будет. Были примеры, когда кто-то крестил, не отец Макарий, а кто-то вот там до него, может быть, в других местах. И люди, возвращаясь в свои селения, к своему привычному быту, образу жизни, ничем не отличались от язычников. Рядом на одной стене висела иконочка, бубен шаманский, и христианский образ жизни не приходил к этим селениям. Вот для этого отец Макарий ввел правило, что всякий крещенный должен иметь крестного. Крестный назначался из таких же крещенных, но уже воцерковленных алтайцев. И в обязанности крестного входило следить, продолжать за жизнью своего крестника. Вплоть до того, что предоставлять ему какую-то помощь, строить избу, помощь какую-то там в питании, в дровах, еще в чем-то, в каком-то проживании. Кроме того, стали устанавливаться так называемые монастырские станы. Что это такое? Это место, где приезжал с походным храмом миссионер, вот, и начинал строиться. Строил избу для себя, строил храм уже на постоянной основе, и вокруг него селились крещенные, новокрещенные алтайцы. Таким образом, образовывался миссионерский стан, впоследствии образовался поселок. Множество сел в сегодняшней республике Алтай имеют своим происхождением вот такие миссионерские станы. Если не было возможности переселить новокрещенного, то его не отпускали сразу по крещению. Его наставляли до крещения и наставляли после. И занимало это несколько недель, может быть, больше месяца. В отчетах архимандрита Макария в Российском государственном историческом архиве я наткнулся на документ, вопросы и ответы, которые отец Макарий задавал новокрещенному алтайцу после 3 недель крещения. Достаточно вопросы, близкие к тому, что можно видеть в катехизе святителя Филарета о православной вере, на что алтаец твердо отвечал, только после этого был отпущен в свое селение. Также занималась алтайская духовная миссия переводами, также по завету архимандрита Макария Глухарева. Изучали язык, говорили с алтайцами на их языке и переводили священное писание, переводили богослужебные тексты и составили грамматику, которой сейчас пишут современные алтайцы. Вот современные письменные на основе кириллицы
вами Алтайской духовной миссии, и в частности, тогда еще иеромонахом, впоследствии митрополитом Макарием Парвинским Невским, и первым священником из алтайцев, первым алтайским писателем, протереем Михаилом Васильевичем Чевалковым. Первое издание этот труд выдержал в 1868 году, издан он был в Казани. Впоследствии был буквально переиздан под редакцией Николая Ильминского, известного профессора Казанской духовной академии, составителя азбуки, практически начавшего богослужение на языке кряши. В советское время на территории Республики Алтай не было ни одной церкви, Ближайший храм был в 100 километрах от города Горно-Алтайска, в городе Бийске. И лишь после оттепели в 1988 году началось восстановление святынь, стали строить первый храм в городе Горно-Алтайске, храм Преображения Господня. Его заложил ныне покойный архимандрит Гермоген Российский и протоиерей Ростислав Кирашук. Отец Ростислав, слава Богу, жив-здоров, сейчас является старейшим клириком Горно-Алтайской епархии, митрополитом протоиерей. Множество священников нашей епархии – это те, кто исповедовался отца Ростислава, те, кто пономарил у него, те, кто по его благословению поступали в семинарию. С 1993 года в селе Балактыюль Лаганского района Республики Алтай служит тогда иеромонах, а ныне игумен Макарий Челумов, этнический теленгит. За 25 лет своего служения он построил 2 храма и организовал 2 молитвенных дома. Это прежде всего храм в селе Балактыюль. К сожалению, здесь нет возможности показывать слайды. Вот, но понятно, по какой причине из-за сложности организации. В селе Балактыюль, в своем родном селе, в селе Улаган, в районном центре, в селе Поо, небольшое село, всего 200 человек населения, построили в храме святителя Николая. И в селе Балахча, храм, сейчас молитвенный дом, храм только рядом строится, в честь Благовещенной Пресвятой Богородицы, потому что рядом было место мужского Благовещенского Челушманского мужского монастыря, когда-то еще во времена Алтайской духовной миссии. В этих приходах отец Макарий возобновил службу на том языке, на котором служили миссионеры. Для этого он пользуется изданиями миссионерскими, и Евангелие читает по изданию 1910 года. Надо сказать, что Лаганский район – это практически 90% населения Лаганского района теленгиты. Не все из них говорят на русском языке. Есть такие местные жители, которые понимают русский язык, но стесняются говорить, то, что плохо говорят, а есть такие, кто вообще не говорит по-русски. Но все, конечно, не прекрасно говорят на своем алтайском языке. Поэтому богослужение на своем языке посещает множество людей. Кроме того, Лаганский район был охвачен проповедью Алтайской духовной миссии практически полностью. И практически все там крещеные. Даже в советское время все были крещенные в этом районе. Поэтому миссия отца Макария, не сразу, конечно, но вот за 25 лет она стала весьма успешной. Потому что сохранилось еще влияние отцов Алтайской духовной миссии. И приведу небольшой пример. Как-то на службе в селе Коо приехавшие певчие, которые приехали с отцом Макарием, и я, конечно, присутствовал на престольный праздник Святого Николая, устали петь, устали читать, и подозвали какую-то местную бабушку из прихожан, алтаевичку, там только алтайцы, уж никого там нет, русских практически нет. И говорят, на, читай. И эта бабушка встала к аналою и стала читать первый час, без книг, на память. Так вот, глаза прикрыла и читает. Да? И только показывали ей
по-русски она читала, ну, по-славянски, тропарь канда. А остальное вот так вот глаза прикрыла и по памяти, по-алтайски читала. Я стал интересоваться, спросил, откуда знают, ну как, так же вот читают, если ну, батюшка приезжает в это село раз в месяц в лучшем случае. Говорят, ну они же без батюшки молятся. Они, значит, каждое воскресенье собираются, что-то читают. Вот первый час практически знала это уже в возрасте, можно сказать, бабушка, да, такая алтайская. И для меня это стало важным событием, повлияло на мое решение. Дело в том, что возрождая богослужение на алтайском языке, стал вопрос, служить как служили миссионеры или на современном алтайском языке. Дело в том, что то наречие, которое было распространено тогда, сейчас распространено не везде. Сейчас основное немножко другое алтайское наречие, и если на основной язык переводить службу, мы пытались, сделали это, несколько возгласов, получается, ну, как получается, неплохо вроде бы, но столкнулись с тем, что некоторые алтайцы демонстративно уходили со службы. Они говорят, вот нас миссионеры служили так, вы здесь делаете нам, мы так служить не будем. И после вот этого визита в КО я понял, что традиция сохранена, она жива, надо ее поддерживать. И сейчас мы читаем на алтайском языке в традиции миссионерской. Что мы читаем на языке, на службе? Значит, по всем храмам, после символа веры, после пения символа веры, читаем символ веры на алтайском языке, и после пения «Отче наш» читаем молитву Господню также на алтайском языке. В Улаганском районе, понятно, там практически все читают на алтайском языке. В кафедральном храме чуть шире. Во-первых, Три Святое поем и по-алтайски, и на славянском. Символ веры тоже я сам читаю после пения символ веры и молитвы Господню точно так же читаю. И несколько возгласов «Мир всем», «Вонмим», еще что-то, также читаю на алтайском языке. Вот такая работа сейчас проводится среди алтайцев. Среди казахов, а у нас есть достаточно значительное количество казахов в республике Алтай, вот по последней переписи 2002 года 12,5 тысяч человек. Они практически все живут в одном только районе, это Кошагальский район республики Алтай. Там составляет около 90% всего населения, они все мусульмане. Среди них какую-то активную проповедь мы не ведем. Мы в основном ведем работу с алтайцами. Если очень коротко, то у меня все. Могу ответить на вопросы, если таковые последуют. Да, приезжали в прошлом году к нам на память переноса мощей святителя Макария Невского, а мы празднуем перенос мощей строя Сергиевой лавры в Горно-Алтайскую епархию, который совершил святейший патриарх Кирилл 31 августа 2016 года. И на память святителя Макария приезжали к нам отцы Кряшины. Отец Павел Павлов не смог по болезни, но там еще другие, отец Павел, отец Владимир приезжали. И они служили, читали Писание и давали какие-то возгласы на своем кряшинском языке. Потому что они очень почитают святителя Макария, потому что именно он, будучи иеромонахом, составил вместе с Ильминским службу на кряшинском языке и впервые ее отслужил. Вот теперь все.